В столице частично признанной республики Косово Приштине власти передали останки 28 недавно идентифицированных жертв войны их семьям, тела 28 косоваров, убитых во время войны 1998-1999 годов. Их эксгумировали в прошлом году из места массового захоронения в сербском районе Рашка. Личности убитых установлены с помощью анализа ДНК. Родственники в Косове разыскивают еще более 1600 жертв войны Сербии, которых пока что считают пропавшими без вести. В столице Афганистана Кабуле комиссия, учрежденная правительством, придала гласности результаты расследования убийства молодой женщины в прошлом месяце. Члены комиссии заявили, что у них нет свидетельств того, что жертва по имени Фархунда сожгла Коран, как утверждают напавшие на нее. Члены комиссии призвали судить злоумышленников и наказать их в соответствии с афганским законом. В Пешаваре на северо-западе Пакистана госслужащие протестовали против планов властей по приватизации. Протестующие работают в департаменте инфраструктуры и развития в провинции Хайбер-Пахтунхва. Они предупреждают, что приватизация приведет к потере сотен рабочих мест. Служащие правительственного аппарата Киргизии сдали кровь в столичном медицинском центре Бишкека, чтобы подать пример другим гражданам стать донорами. В кампании по сдаче крови приняли участие вице-премьер и министр социальной защиты. Медики объявили апрель месяцем общенациональной сдачи крови, чтобы увеличить число доноров в стране. В столице Таджикистана Душанбе Министерство внутренних дел провело семинар с целью противостоять распространению экстремизма среди молодежи. Около 400 молодых людей приехали в Душанбе из разных регионов страны для участия в семинаре. Министр внутренних дел Рамазон Рахимзада заявил, что некоторые молодые таджики вступили в экстремистские организации в последние 2 года, включая 200 таджиков, воюющих в Сирии. В столице Сербии Белграде активисты пронесли перед зданием парламента гигантскую резиновую утку. Протесты под лозунгом «Не утопи Белград» были организованы с целью воспрепятствовать реализации широкомасштабного проекта застройки сербской столицы Белградский берег, который может радикально изменить облик города. По словам активистов, проект, бюджет которого оценивается в $3 миллиарда, подготовлен без консультаций с общественностью и пренебрегает планами застройки Белграда. Полиция потребовала от активистов разойтись и унести резиновую утку.